Река Сырдарья, протекающая по территории 3 стран – Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, берет свое начало в знаменитой Ферганской долине, на границе с территорией Киргизии. Ее образуют, сливаясь, реки Нарын и Карадарья, текущие с востока и с запада. А в реку Нарын стекает река Кумтор, основу которой составляют талые воды как раз тех самых ледников, где ведет добычу киргизского золота швейцарско-канадское предприятие, сливая в близлежащие моренные озера химические отходы своего производства. Как это происходит, вы сейчас можете видеть на своих экранах. Самый крупный высокогорный водоем этих мест – моренное озеро Петрова. Сегодня ученые прогнозируют высокую вероятность прорыва его дамбы. В этом случае сель смоет в долину реки Нарын промышленные и химические отходы золотого производства, 1,5 десятка лет скапливавшиеся на ледниках. При естественном таянии ледники, из которых иностранные компании сделали хранилище химических отходов, уже сегодня грозят экологической катастрофой. Анализы проб воды в реке Кумтор говорят о значительном содержании в ней тяжелых металлов. Так количество солей и цинка превышает в этой воде допустимые нормы в 145 раз, меди в 13 раз, свинца и ртути вдвое. Правда, представители иностранной золотодобывающей компании утверждают, что произведенные замеры некорректны и их деятельность большого вреда экологии не наносит. Но вот что говорят казахстанские ученые, проводящие свои исследования за 3000 километров от киргизского месторождения золота, там, где течет река Сырдарья. Очень загрязненная река. Это по сульфатам, по хлоридам, по ионам тяжелых металлов, по органике, в частности, значит, аммиачной группы. Поэтому на сегодняшний день сток реки Сырдарьи не только для питьевых целей, даже для целей орошения нельзя использовать. Потому что все это загрязняющие компоненты в конечном итоге оказываются в том же рисе, который выращивается в Южно-Казахстанской и Кызылординской области. Наши частные исследования показали содержание ионов тяжелых металлов. Это медь, цинк, кадмий. Это общее положение, я вам сказал. А так усугубляется положение тем, что в верховьях этого Сырдарьи находится Кыргызстан. Там усугубляется положение с тем же Кумтором, вот, связаны технологии добычи золота с цианидами. Как правило, в этих водохранилищах отходниках всегда присутствует цианид после отработки технологического цикла. Быстрое интенсивное таяние снегу приводит к наводнениям. А эти же наводнения могут быть фактором разрушения этих, значит, могильников. И в этом случае, не дай бог, все смоется по Нарыну и окажется в Сырдарье, а если в Сырдарье, он окажется в Казахстане. В этом плане, я не знаю, это должно быть, наверное, какие-то политические решения по локализации этих проблем. Надо сказать, что в случае каких-либо ЧП не только владельцы иностранных компаний, но и местные власти изо всех сил пытаются скрыть масштабы и последствия подобных происшествий. Так, в 1998 году в реку ущелья Барскоон упал идущий на рудник Кумтор грузовик с 20 тоннами цианида натрия. 2 тонны были унесены течением реки Высыкуль. Самое интересное, что первая информация о случившемся поступила не от золотодобывающей компании, а от российского офицера-пограничника, случайно оказавшегося поблизости. Власти Киргизии тоже до последнего скрывали данные о трагедии. В результате несколько тысяч ничего не подозревавших местных жителей в течение нескольких дней продолжали пользоваться водой. 4 потом погибли, сотни оказались на больничной койке. Аварий было более 50. Связано с автотранспортом, с перевозкой именно товаров, сырья, химикатов на месторождение Кумтор. На сегодняшний день 40 человек погибло, кыргызстанцев, жителей Кыргызстана, вот именно на этом месторождении. К сожалению, никто не понес ответственность. Более 70 человек стали инвалидами. У 48 женщин выкидыш произошло, беременных женщин. Скот погиб, как крупнорогатый, так и мелкорогатый. Очень много рыб погибло. Ни одного туриста не было в 1998 году любимыми и казахами, нашими братьями на Иссык-Куле. Это было очень большое горе народа. И престиж государства тоже упал, как туристической страны. Естественно, многие здравницы потеряли свою прибыль. Ни одного туриста раз не было.
Естественно, народ, который готовил свои овощи, фрукты, никто не стал покупать продукцию, картошку и так далее. Мясо-молочную продукцию. Все боялись, что это цианид. Если бы эта компания такую же аварию совершили бы, допустим, в той же Канаде или в Америке, они бы, извините меня, без штанов остались бы. Но наши правители тогда скрывали всячески, оберегали их, чтобы муха даже не садилась. Кстати, наши казахстанские чиновники в этом деле не сильно отличаются от своих киргизских коллег. Так, например, недели 3 назад, когда в Киргизии происходили очередные волнения, от нас с вами постарались скрыть, что в их основе лежит недовольство людей именно экологической ситуацией на золоторудном месторождении Кумтор. Да и про само существование такой проблемы, как Кумтор, и про то, что выброс химических ядовитых веществ из хранилищ этого месторождения в Сырдарью может испоганить жизнь всему центральноазиатскому региону, предпочитают вообще не вспоминать. Так, например, связавшись с бывшим министром охраны окружающей среды Казахстана, а ныне депутатом Мажилиса Айткуль Самаковой, мы были поражены, что она и ее окружение уверены, что Сырдарья не протекает по территории Казахстана, что река Нарын в Сырдарью не впадает, и, следовательно, никакой угрозы выброса химических отходов с рудника Кумтор для Казахстана нет. Нынешний руководитель природоохранного ведомства Нурлан Капаров, до которого нам удалось дозвониться, сообщил, что о проблеме Кумтора слышат от нас впервые, и пообещал разобраться. Судя по реакции ответственного секретаря Минсельхоза Евгения Амана, там тоже это большой проблемой не считают. Не комментирую. Потому что я не знаю. Зато у медиков-токсикологов на этот счет имеется свой сугубо профессиональный взгляд. Острого отравления при такой ситуации, возможно, не будет, но с годами потом будет формироваться хроническая интоксикация. Эти соединения, они относятся к классу высокотоксичных соединений. Многие из них относятся к классу солей тяжелых металлов. Они являются деструктивными ядами, то есть они вызывают разрушение на клеточном уровне, на тканевом уровне. При отравлениях цианидами идет блокада ферментов, тканевых дыхательных ферментов, и это приводит к гипоксии. В первую очередь будет страдать головной мозг. При развитии хронической интоксикации ртутью у больных будет быстрая утомляемость, слабость, сонливость, постоянные головные боли, головокружение. Будут нарушения со стороны эмоциональной сферы. У таких больных часто бывает апатия, неуверенность в себе, слабый самоконтроль. Они могут быть раздражительными или же, наоборот, застенчивыми излишне. Хроническое отравление кадмием вызывает изменения со стороны легких и почек, и со стороны костной ткани. Получается, что это будет массовое отравление, отложенное во времени. Между тем, не стоит сбрасывать со счетов и такой сценарий развития событий. Если прорвет дамбу Маренного озера Петрова, из русла реки Сырдарья хлынут химические отходы золотодобывающего предприятия, то помимо проблем с собственным сельским хозяйством, Казахстану придется думать еще и над тем, как и где расселять многие тысячи экологических беженцев. Ведь в этом случае из отравленной промышленными выбросами Ферганской долины к нам направятся потоки переселенцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. А это чревато конфликтами, которые всегда неизбежны в ходе борьбы за место под солнцем. Не будем забывать, что в этом случае население нашей республики рискует не просто сильно увеличиться. С учетом густонаселенности соседних стран речь вполне может пойти об ассимиляции местного населения приезжими соседями, оказавшимися в зоне экологического бедствия. У нас нет никаких иллюзий по поводу определенной политической ангажированности киргизских депутатов и оппозиционеров, поднимающих на щит экологическую проблему Кумтора. Тем не менее, это свидетельство политической конкуренции, которой у нас зачастую днем с огнем не сыскать. Когда чиновники, представители инвесторов чувствуют контроль общества над собой и потому вынуждены оправдываться, это не так уж и плохо. И если уж сравнивать большой и богатый природными ресурсами Казахстан с маленькой и бедной Киргизией,
то карта нашей республики должна быть очень густо уставлена тревожными флажками, указывающими места экологических бедствий. Но тут достаточно вспомнить, как наши чиновники время от времени разбираются с нефтяными и горнодобывающими компаниями. Устраивается грандиозный, казалось бы, шум, что они губят природу Казахстана, угрожают здоровью населения. Однако, как правило, все разборки заканчиваются в лучшем случае штрафами. А западным компаниям легче их выплатить, чем вкладывать куда большие средства в экологические мероприятия и внедрять новые, более безопасные технологии. У нас никто не может сказать, что такие демарши устраиваются намеренно. Зато когда инвестор все осознает и готов отметиться, у кого нужно, праведный гнев отечественных политиков сходит на нет, а инвестору все сходит с рук. И в этом мы не слишком далеко ушли от Киргизии, без конца бунтующей по поводу одного единственного золотоносного рудника. А возможно, находимся даже в более унизительном положении, чем наш южный сосед. Давайте задумаемся об этом. Всего вам доброго. До новых встреч.